Все идет уже? Угу. Все. Алло, алло, 안녕하세요. Друзья, всем привет, меня зовут Мадяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. Сегодня я не один, как вы заметили. 네, 한국 사람이에요. Да, со мной сегодня Гоги. Привет, привет. Привет, и у нас с вами сегодня домашние донеры. Почему домашние? Потому что, вы видите, да, как они немножечко... Красивые, очень красивые, да. Это да. мы приготовили. Ну, как вот Мадяр это приготовил. вот Мадяр, вот это приготовил, вот, а это я приготовила. Она приготовила свою, которую будет есть. Где Так. красиво, там я приготовила. Так, пьем мы колу Да, вообще я закодирована, я не пью колу. Ну, сегодня могу. в честь... В честь Что домашнего донера. Так, ты что-то сотку не поставила, вибрирует или так специально? Нет, да? может, я просто пилодрежу наберу? Так, держи. Кола. Не знаю, донер без колы. Это не донер, да. Да. Как я шашлык без колы говорю, потом плов без колы. Короче, везде кола. Из-за этого я не ем ничего жирное. Типа, Кто помнит Гоги? Кто Она помнит? снимала про меня репортаж на Хабар. Сейчас мы об этом поговорим. Вот, короче, самое нормальное, это все-таки гости, мы все-таки казахи, гости прежде всего. У нас такой неподгоревший донер. Вот, а это мой подгоревший, а это я уже маме приготовил. Это Ну, мы для с ним болтали, и из-за этого мы этот момент пропустили. Да. Давай пробовать, Инда. Все. Даже невкусно был Инда скажет, что вкусно, ладно? Нет, я думаю, так не будет. Я же не отравлюсь, да? Вроде бы с твоего... Как называется? Что мы тогда ели? Фунтула. С твоей фунчузы вроде бы не отравилась нормально, жила. Бисмилля. Вкусно. Так же хрустит. Скажи. Аранда. Похрусти. Шикарно. Сочное. Сочная, мощная. Это срочно. Классно. Супер. Надо пойти научиться. Ты же поделишься с рецептом? Конечно, за отдельную плату. Мы с тобой, кажется, мукбанг будет быстрый. Почему? Потому что мы так быстро сейчас донеры съедим. Буквально 5 минут прошло, эти все съели. Ладно, давайте пока, да? Потому что я голодный, и Гоги тоже голодный, да? Да. Я целый день ничего не ела. Специально ради этой съемки. Короче, у нас был сегодня такой мукбанг. Собрали все, что было. Гоги говорит, я принесу куриное филе. Я говорю, я, кажется, не против. Принесла лаваш, я принес овощи. Ну, короче, все сложились и приготовили. Такой микс. Микс, да. Донер дружбы. Ну, короче, Гоги у нас журналистка, телеведущая. Знакомы мы с ней Вообще, с давних времен? с давних времен, да. Очень давно. До подобного времени? Да, у меня, в общем, есть соклассница, зовут ее Ахпота, Ботик. И получается, Ботик вместе с Гоги, они учились в одном универе. Да. Вообще, ты расскажи, ты же не по специальности, вообще же не телеведущая. Смотрите, я вообще не журналист. Да. Ну, то есть, как, я журналист, но я... По профессии, да? По профессии, да. По второй профессии, наверное, журналист, а по первой профессии я была учителем английского и китайского языка. Потом я изучала корейский, ну, то есть, я была ближе к языкам. Думала, что я буду переводчиком и так далее, но душа все время хотела известности, хотела что-нибудь такое, сцены, вести, телевидение, камеры, вот это вот я хотела, любила. Я любила всегда давать интервью, и сама любила брать интервью, то есть это было мое. И вообще я думаю, что дилетанты в любой профессии, они лучше тех самых, которые обучаются. Вот Думаешь? Я вот так думаю, потому что я сравниваю вот людей, которых встречаю, которые учились, как будто их заставляли, они как будто по теории знают. А кто дилетант, кто по душе пришел, по призванию, а у них получается лучше. Я вот так вот пришла. Вообще, стать журналистом, это нелегко. Я думаю, что я в начальной стадии, я только вот 5 лет журналист, и мне работать и работать, развиваться и развиваться. Потому что я пришла в 2017 году, у меня не получилось работать в КМБ, ну, то есть я с языками хотела устроиться туда переводчиком. Подожди, а ты первая, какая твоя программа была? Вот на каналах, какую ты вела программу? Была вот в Да, серии? я была редактором там. Редактор. Да, это программа «Уизуем». Это вот Ляля Султан Кызы, Да, мы работали казахстанцы знают, это Ляля Султан Кызы, это считалось, сейчас, наверное, Королева прямых эфиров, это Да, Ляля королева. Султанкызы, да. Сейчас она немножко так, популярность ее спала, но когда-то она вообще гремела. Да нет, сейчас она вот в Жебек Жолы будет вести программу. Что Есть такое такой канал Жебек Жебек Жолы. Господи, я никогда не слышал. Новый канал Это открывается, да. Она там будет вести программу Сухпат, будет брать интервью у влиятельных женщин,
у интересных таких женщин. Возможно, меня возьмут теперь. Но я еще не доросла такого, но такая. И... Самое главное, чтобы меня не взяла. Я и попрошу, да, такая. Эксклюзив. Да, так что у нее новый проект будет, так что мы еще ее увидим. Я ее очень сильно Так вот, ты работала у нее. Да, я у нее работала редактором. Потом. Мы там снимали разные эксперименты, разные блицы. Зоим это была, типа, знаете, вот как ток-шоу Малахова. Да, ток-шоу такое, там, скандал, интриги, расследования, все из этой серии. Там, да, мы такое вот снимали. Рейтинговые, да. Да, на разные темы, на социальные темы снимали. Потом, после Зоим, я поехала в Алмату. Хотела что-то такое, более творческую обстановку, наверное. Я хотела поменять город. Поехала туда и работала с Салем Social Media. У нас была программа о Юреде. Там именно про экстремальный спорт. То есть встречаетесь со звездой, можно актер с певцом, задают вопросы разные каверзные, потом вместе пробуют какой-то вид спорта. Экстрим пробуют, да. То есть мы там из тарзанки прыгали, с дельтаплана прыгали, с параплана, то есть чего там только не было, зиплайна. Вообще сейчас вспоминаю... Если бы до сих пор вела бы эту программу, ты могла бы в качестве эксперимента, чтобы человек с тобой, звезда, съел мой донер. Пронесет, не пронесет. Ой, да. Да нет, мне кажется, пронесет, нормально будет. Ты давай кушай, а то скажешь, что Мадяр сам сидит, лопает, там зубы заговаривает. Да, я просто уже как бы наелась, нет? Это наша порция, ни у кого отбирать не будем. Это когда бабушка уже приходит ко мне в гости, тоже пишет мне: Мадяр, вы там слишком много, вы слишком много, кажется, едите, а бабушка типа не ест, вот из этой серии. Бабушка худышка, он же на диете вроде, нет? Да, мне кажется, что он не ест вообще. Соуса дофига, ребят, не пожалел. Очень, да. Мне нравится донер, когда, знаешь, такой не сухой, когда такой сочный. Очень такой вкусный соус, твой фирменный. Не знаю, тоже секретик, скажешь? Рецептик. У меня есть на моем канале. Я посмотрю. Я просто эту версию не видела. Я давно снимал еще в Семске. Короче, ты работал там редактором. Что там? Я работала там редактором. Потом в Салем Соушале. Да. Потом там отсняли мы 1 сезон. Потом меня... Это был чисто ютубовский проект, да? Да, это был Салем Соушалский, такой ютубовский проект. Хорошо продвигался, такой пиарился хорошо. Потом дальше я работала в 31-м канале, на 31-м, да, правильно? 31-м. Потому что я журналист казахоязычная и чуть-чуть иногда путаю. Журналист казахоязычный сейчас сломает мой стол. Sorry, я не хотела, я тебе куплю в кредит стол. Который ты сам возьмешь и сам будешь платить. Я скажу, что я буду оплачивать, потом ты что буду такая. Ну, синяя шхат, по идее. Ой, мамочки, подожди, а я вам такой травмач? Это ты дашь субтитры? Дашь субтитры, типа, а я вам такой травмач? Кстати, у нас мукбанг проходит сейчас сколько времени? Часов 9, наверное, да? Да. А то вы можете на мое место сесть? Да нет, нормально. Просто, да, я не достаю просто ногами, у меня очень короткие ноги. Гоги я называю полторашка. Вот я не полторашка, я выше, я 153 сантиметра счастья, понимаешь? Не говори полторашка. На 3 самы. Ну, в смысле на 3 см, 153 полностью говорят. Ну, полторашка же это значит полтора. Ну, ты говори 1,5 плюс 3, можешь так говорить. 1,5 и 3, типа? Я хотя бы так. Типа а то обидно, знаешь, 1,5 сантиметра. Гоги молодец. Он никогда не комплексует, такая без комплексов, такая да, молодец. а за что комплексовать? Бог меня так создал. Я понимаю, если бы я была пампушкой, например, там, как бы за собой не смотрела бы, как бы... Почему ты на меня смотришь? Это можно поменять. На мой сексапильный животик смотрит, еще такой меня откроет. Это можешь Вырежешь. Вырежешь. Сразу видно, что ты казахоязычный. Орстен Маткеткинс. Я забила на русский язык. Вот давай продолжи сказать. Ты, короче, работал. Потом что, куда? На 31-ю пришла. Да, там была программа «Мама, мы дома». Получается... Что-то я не помню такую. Да, была такая программа. То есть это социальная программа. Мы строили дом. Нет, не строили, точнее, мы делали ремонт. И это показывали. А, вы делали ремонт у людей, что ли? Да, да. Это что? Помогали многодетным семьям и делали ремонт. И получается, я была там редактором, сценаристом. Честно, не помню такого. Да, это проект Серика Акишева был. И вот, ну там ведущим был парень Шинбулат, кажется. Ну, тогда у него он особо неизвестный был. И вот, потом я там отработала недолго. В
то время я ходила как эксперт на программу Астарлы Хакиқат. Наверное, все знают, это телеканал КТК. Да, я ходила, они все всегда звали меня как эксперта, как журналиста, как эксцентричного журналиста, потому что у меня, как про меня говорят так, потому что я ничего не боюсь, не комплексую, выражаю свои мысли и снимаю иногда абсурдные такие сюжеты, чтобы до людей все нормально доходило. Это мой стиль такой. Короче, кто живет в Казахстане, может, вы помните, по разным пабликам казахстанским расходилось видео, где девушка предлагала выйти за, как сказать правильно, жениться на ней. Короче, она была в свадебном платье, садилась на одно колено. Это была, короче, Гоги. Нет, не в свадебном платье, там я была в этом. Пальтишко было, да. Да, ну, в общем, она предлагала ему как жениться на ней парню, и все были в шоке, в принципе, девушка. И все снимали, и типа, а это был эксперимент. Да, люди подумали, что правда. Да, что есть, ну, есть и такие люди, что вообще на реакцию хотели посмотреть. Я даже не помню, да, на реакцию хотели посмотреть. И еще было, что я в купальнике прошлась вот по улице Республика, на Самале еще ходила. Ну, кто живет в Астане, да, кто живет в Нур-Султане, правильно, Астана? Астана уже, ты что? Да, вот. Когда выйдет эфир, будет Астана. Или они обратно поведут. Да, настолько без комплекса. Как ты голая ходила, да? Не... Да, голая ходила, прям голая. Шутка. Вообще, Гоги предлагала, что мы сидели в кадре голые сегодня. Я говорю, ну, Гоги, ты меня, конечно, говорю, прости, но я человек, как бы, может быть, не слишком приличный, но это даже для меня, говорю, too much. Так что благодарите Гоги. Наоборот, не благодарите. Нет, просто мы не хотели портить аппетит, и вот. Да. Или наоборот, чтобы... Не возбуждать аппетит. Да, не возбуждать. Правильно будет так. Ну ладно, давай скажем про тебя, чтобы ты бы возбуждала, а я бы вызывала отвращение, да? Хочешь прям ситуать пошли? Ну это тоже субтитры, да, что ситуать пошли? Конечно. Вот, потом я так прошлась в купальнике, сапожки были, там меня снимали, а мы тоже эксперимент делали, как девочки помогут, 40-градусные, 40-летние девочки помогут 40-градусный мороз. 40-летние уже не девочки. Ну, я была 40-летняя девочка, это шучу, 40-градусный мороз был тогда. И вот я проходила. И какая твоя история? Что ты там шла? Нет, приехала с Дубаев? Нет, просто я в купальнике. Был такой купальник вместе. Да, такая модель. Сплошной, да? Сплошной. Да. Даже я знаю, как это называется. Да, я не знаю, я знаю, что это купальник. И что ты говоришь? Дайте мне шубу или куртку, что ты говоришь? Нет, я просто иду и спрашиваю, а где пляж? И все, я спрашиваю, где пляж. Вы поняли уровень нашего телевидения в Казахстане, да? Да, ты не надо опускать, это вообще просто эксперимент. Помогут ли люди, или же они наоборот. Это была тема такая, тема хайпа. То есть как простой журналист может хайпануть. И действительно, я хайпанула. То есть на таком... на таком низком уровне люди цепляются, то есть хайпуют, понимаешь? Тема была такая, социальный эксперимент был такой. Даже нормально. То есть это моя глобальная цель не была таким, чтобы я там проходилась и там что-то говорила о Дубаях или там еще что-то нравственное что-то говорила. Нет, это просто, а люди... Эфир еще не вышел, сюжет не вышел, но в интернете уже везде гуляло это видео. Вообще во всех соцсетях. И еще меня снимали. И ты поняла, то есть, что можно словить дешевый хайп, да? Да, ну а это зачем? Вообще у меня тогда подписчики были только 1000 подписчиков, да. В инсте. А потом стало 6500. Ладно, ты кушай, а то я поговорю. А то люди скажут, что реально ты не кушаешь. Да. Ребят, этот рецепт у меня есть на моем YouTube-канале. Как реклама прозвучала, да? В общем, для соуса майонез, сметана, чеснок, укроп. Здесь у меня, значит, в качестве начинки куриная грудка. Мы ее пожарили без воды, а просто на масле. И разные приправы. Ой, извиняюсь. Потом, значит, здесь у меня огурцы, помидоры. В принципе, все. Я попросил Гоги купить корейскую морковку. Но она сказала, что она ее не нашла, поэтому без корейской морковки. Некоторые даже кладут туда картофельное фри. Да, ты вроде я думала, что ты приведешь картофель фри. Я думала, ты всемогущий. В смысле, отдельно кушать или ты шнесал? Не шнесал, что внутри, вовнутрь. Да? Я думала так. То есть я никогда не ела с корейской картошкой. Ой, картошка. Капуста. Корейская капуста. Сама ты корейская картошка. С корейской капустой. Кстати, вообще мы ее называем, мы тебя называем Гоги, да? Да. Вообще настоящее твое имя, после 20 лет общения с тобой, я узнал, что настоящее твое имя вообще не Гульмира даже, а Гульнара. Да, но меня с детства называют Гоги. С детства тебя? Да, а знаешь почему? А как твоя фамилия? Дарибай. Такие есть, да? Да, такие есть. Но вообще, кто
Кто смотрел фильм «Миллион лет до нашей эры»? По-моему. Там, ну, это, я сейчас рекламу говорю на этот фильм. Ну, это Говори. старинный фильм про французов. Это французский фильм, все такие кудрявые, такие прикольные, гоги, друг друга так называют. А я вообще была такой с детства. То есть у меня были кудряшки, я такая попробуй. была безбашенная и ходила такая, до всех докапывалась. И вот с того момента начали называть меня Гоги. Да ты чё? Да. И пошло так. Потом по школе говорили Гоги, мне песни посвящали, помню, одноклассники. Но... Какая у тебя интересная жизнь была. Ну да, Мне я же никто- популярная Мне была. никто даже песни не посвящал. Да, мне даже звезду подарили как-то. Звезду? Да. Здесь она упала. Не упала, стоит, могу показать. Вот, ты смотри. Вот она. Идем потом. И вот, короче, и так и пошло. Потом мне не нравилось, помню, по школе. Был момент такой, потом, думаю, такое мужское имя. И я пришла в журналистику, а это звучит так, как Гульнара Дарибай. А есть у нас журналистка, вообще телеведущая, известна, Гульмира Дайрабай. Я так и подумала, что все будут путать. А зачем это? А меня все называют друзья Гоги, да и родственники все называют Гоги. Думаю, Пусть я буду Гоги. да, буду Гоги. И я в эфир так же вышла. Мне сказали, нормальное имя свое скажи. Я говорю, нормальное имя это мое Гоги. И так и пошло. То есть Гоги это сейчас псевдоним. Ну, скоро я, наверное, Документ поменяешь. документ не поменяю. Вообще я франшизу взяла на это. Да, ты чё? только вот насчет документов сейчас думаю. Скоро, наверное. Ну, вообще я думала, что поменяю. Ну, сейчас вот пару дней назад я передумала как-то. Думаю, пусть мои Почему? родные знают мое настоящее. Ну, у нас в казахах как, типа, азан, айтылганат, когда рождаются, дают имя. Это пусть будет мое, а это псевдоним. Он уже как идет по документации, как псевдоним. Вот, как франшиза. Не как франшиза, а вот как бренд, правильно Как будет, бренд. да. Как бренд. Так колу пей. Тогда кушай. Ну, я когда болтаю, я не кушаю. Не знаю. Вот что значит простойчик и мукбангер? Все успевает. И кушать. Не знаю, колу налью. Я же не простая, не говоришь так просто. Нет, я имею в виду, что ты не мукбангер. А, вот так, мукбангер. а что у вас мукбангеры эти, типа, люди, а вы Конечно, такие это простые элита, люди? элита общества. Скажи вот так, мукбангеры, президент, еще Высшая каста мукбанги, да? журналисты, видно, простые люди, да? Вот. Вообще каста. У нас, короче, в Астане дубак. Просто дубачище. Вы бы видели, в чем я пришла. А ты В чём в ты? шапочке зимней. Да, да, И в потому что курточке холодно. пришла, да. У нас капец холодно. Вчера было лето, утро. Да. Это вот климат, что Семска, что Астаны, они очень как бы схожи, резко континентальные. И там вчера могло быть лето, 35 градусов, сегодня уже прям А у тебя подписчики, они из Семска? разные. У меня даже других стран есть. С Астаны, Семска тоже есть, с Алматы есть. А Если я- что тебя узнают? Да. Как и меня? Заметьте, да, у Гоги настолько уже самооценка топ. Как есть же это в Инстаграме? Ой, в ТикТоке самооценка топ. Вот типа такого. Но меня узнают, знаешь как? Меня знаешь, как узнают, сейчас тебе скажу. С Инстаграма? Кстати, да, вот в последнее время меня узнают даже не с Ютуба, а с моих рилсов. Что ты хотел сказать? Ты худо выглядишь? Нет, я красивая такая. Ну да. Теперь продолжаем. Просто эта камера так настроена. О, Вот сейчас свой iPhone вруби, у тебя лицо будет на всю камеру. А тут красотка. В принципе, я сам тоже здесь красавец. Вот. Меня, короче, сейчас узнают с рилсов. Капец, ты медленно кушаешь. я так кушаю. Я вообще быстро кушаю. Нет, я так кушаю сама. А что ты? Ты что, быстро все съел? Да, я же говорю. Ай, колу давно не пил, еще кайф. Кстати, ты же что-то бегал или там ходил. Сколько скинул? Ой, не скинул. А? Я просто хожу, но не скидываю. Лежу так, на ночь, Донер, поешь, какой там худеть? Ты же не каждый день ешь. Или каждый день ешь. Не конечно. Я тебе сейчас скажу. Вообще, я давно хотел Донера приготовить. Мы, короче, с Гоги никак не могли состыковаться, чтобы снять мукбанг. Мы, знаете, вот, наверное, не знаю, сколько мы с тобой, месяца 2, наверное, да, туда-сюда, обратно. 3. Месяца 3 ходили, то у нее не получается, то я в Семске, то, короче, не получалось. А мы так хотели увидеть. Да. Последний раз мы с ней виделись, когда вот репортаж про меня снимали, по-моему, да? Вот, и и вот так и решили. Она говорит, что будем, типа, есть? Я говорю, ну давай домашний, говорю, донер. Вот давно хотел приготовить. Он, в принципе, готовится недолго. Вообще быстро готовится. Быстро, да.
И быстро съедается. Быстро У всегда. тебя. Да. Ну, у тебя нет. Вот. А вообще хотели фастфуд, ну, в принципе, так и получилось, что донер это и есть фастфуд, да? Только домашний. А я со вчерашнего дня хотела манты. Манты. Прям капец, да. Ну, еще раз мукбан снимем. Маму попрошу, мамочку, чтобы она манты приготовила. Вообще, мамочкины манты это просто легендарные манты. Мы вот, ты знаешь, нет, мы занимались же всеми полуфабрикатами. Да. Вот люди там заказывали прям, и мне сейчас пишут, блин, вообще мы сейчас хотим эти ваши манты, прям пельмени. Так что как-нибудь Да, манты приготовить, я позову на мукбанг. обязательно. На какую тему поговорим? О том, что как ты голый пройдешься, Да. полуголый. Ну ладно, ты это, как говорится, пройдешь. У меня это будет шок-контент же. Нет, это было давно, ребята. Это когда я проходила, это было 17-й год, наверное. То, что не подумайте, что все журналисты так ведут себя. Нет. Это тем более был социальный эксперимент. Да, это был социальный эксперимент. И то там у меня внизу были лосины телесного цвета. Если кто-нибудь посмотрит там, кому интересно, то могут они увидеть. Ну, конечно, это как в зиму ходила там. Все простудила там у себя. Да, и с вами здесь не сидела бы, наверное, Да. да? Вот сейчас снимаем на улице темень уже, да? Мы, короче, с Гоги поэкспериментировали. Короче, когда света нету на кухне, света нету, то, в принципе, так темновато. Когда Света приходит? Когда света приходит, в принципе, нормально. Вот даже лица вот. У меня, например, очень много шрамов от прыщей, да? Ну, не к столу будет сказано, ну ладно. Вот многое не видно. А вот если бы мы снимали, когда света нету, то все видно, понимаешь? Особенно у кого? Девчата, это Маша, я уже сам сказал, у кого. Ты понял, зажигание? Нет, я просто хотела как-то прикольнуться, а потом думаю, что-то я часто прикалываюсь над тобой, не буду. Да ладно. Почему-то, кстати, многие, кто приходит ко мне на мукбанг, кроме, наверное, Бахжан. Бахжан такая более такая человечная, скажем так. А вот что Баука, что Гоги, они прям вот, у них миссия унизить Мадиара. Самая высшая миссия в жизни. Не говори. Что, как тебе донер-то, кстати? Классно Понравился? вообще, да. Ну, я рад. Супер. Вот я готовил, знаете, вот с любовью. Ладно, без корейской морковки или без корейской картошки, как Гоги сказал. Но вот настолько с любовью, реально вкусно. Ой, можно. Ты что там? Нормально сяду. Я не достаю просто. Давайте поближе сделаю. У меня же здесь, как говорится, это все. У меня все съест. Трансформер. Трансформер. Все. Нормально? Ага. Сказала бы, что-то даже не додумался, что тебе неудобно. У меня-то руки длинные. А вообще, қол жалауға бола ма? Была, да. А ты скажешь? Только сексуально. Когда это получилось, как-то пошло. У меня только пошло получается. Тогда не надо. Эта сценка была 18+. Она закончилась, не успев начаться, понимаешь? Ой, почему я вот так? Зачем ты моим зрителям факт показываешь? Я не специально. Вот такие дела, ребятишечки. Вот это я домой заберу. Ты чё? На мукбанг надо много все съедать. Да? Конечно. Или домой хочешь забрать? Что, у тебя настолько маленький желудок? Ну, хотя да, ты же полторашка, у тебя желудок полторашка. Нет, у меня там желудок тройка. Не для полторашки там. Для полторашки? Видишь, вес какой у меня. 50. Ну, хотя, знаешь, вот она Гоги принесла вот эту, как называется, лепешку. Она прям такая-то большая такая. И 23 минуты уже наговорили, так что дофига. Да? А сколько должно быть? Ну, сейчас люди, в принципе, долгие видео не смотрят, как мне кажется. Смотрю только сколько? 15 минут? 15 там, от силы 20, наверное. Так что если G7 этот, или давай можем заканчивать, как думаешь? Не знаю, мы что-то мало проговорили, мне кажется. Думаешь? А что, Ну да. так быстро время летит просто? Ну, вот 24 минуты уже. Прикинь. Тем прикол Дармен, твоим приколом все время пролетело. Мы ничего не говорили толком. Да, я хотела рассказать, что НТВ тоже Давай. ведут разные рубрики такие Как это ты спортивные. все равно вырежешь. Про спорт, про мотивацию, про... Говори. Sorry. Можно вот так вот делать? И ты уберешь звук такой. Можно только сексуально делать. Типа, убери, пожалуйста, вырежи. Стыдно будет. Вообще не Вы делаете стесняюсь. это между вами что-то еще. Я не вижу. Эко-жизнь какая-то образовалась. Козулька? Эко-жизнь, эко-жизнь. А, все, убрала, да. И что, давай, дай тенде. И вот рубрики разного стиля. То есть это спорт,
развлечения, мотивация. Даже вот я в стиле мукбанг снимаю сейчас со звездами. Вот у меня, короче, украла идею. Даже авторство вся Корея это снимает, нет, я у него украла. Нет, короче, как было. Она приходила снимать про меня репортаж. Сняла. Да. Руководство сказало, что выпуск прям был такой супер-супер. Благодаря кому, спросите вы? Конечно же, благодаря мне. И это... Ладно, скажем так, что благодаря ему. Ага. А то, что я у тебя брала интервью и интересный вопрос задавала, и ты ничего, да? И сама монтировала, и ты ничего. Ну окей, да, дальше. И сейчас она со звездами, ну, казахстанскими звездами она проводит. Да, мы проводим интервью, интервьюирую и еще ем. Как ты там, ты вообще не можешь одновременно говорить и есть? Я так делаю, я вот так вот типа ем. Ну, я же донер там не ем. Тут же выплевываешь и задаешь вопрос. Да. Ну, так интереснее. Нет, я вот это, наверное, все равно все-таки. Ну, жарять я тебя положу с собой. Да. Жигн гептур, но, блин, я сейчас начну, и потом надо будет заканчивать. Да, долго был. Короче, ребят, какие-то если вопросы будут. А это что? Это маме. Ну, ты убери. А ты потом захочешь, еще люди подумают, что ты не доел. Это маме, я же сразу сказал на видео. Вот, ребят, вы, короче, задавайте вопросы Гоге насчет журналистики. Да. Она ответит на следующих видео. Мы снимаем, надеюсь, не последний раз. Да. Скоро у меня тоже будет YouTube, и там будут разного формата тоже сюжеты, направления. Ну, я хочу такого развлекательного, культурного стиля. Такой формат, да? Да, такой хочу. Я в прикрепленном комментарии оставлю Инстаграм Гоги, туда переходите, она снимает сторисы каждый день. Да, у меня самые, кстати, прикольные сторисы. Да. Я могу обучить, как вообще разговаривать. Тут пошла уже реклама, не проплаченная. Да. Дружба рушится об деньги, скажем так. Вот. Молодец, Гоги, вот сразу видно, человек прорекламировал свой YouTube-канал, свои сторисы, свои будущее, которого даже еще нету. Я хочу попрощаться. Давай. Спасибо вам, что вы нас смотрите. Я буду с вами часто тоже приходить, напрашиваться. Вот, главное... Как сегодня? Я не напрашивалась, мы с тобой 155 раз договаривались вообще-то. Скажи, что договаривались. Да, Гоги сказала, типа, Мадяр, привет, как дела? И ты такой уже, а давай мукбанг снимем. Нет, я говорю, тебя мукбанг снимать будем? Я говорю, да, давай как-нибудь на днях. Нет, ты скажи конкретно, потому что я внесу тебя в планер. Я такая, он не знает слова, что такое планер. Планер, думаю я. Я сказал ей, как бы, в среду. Оказывается, сегодня среда, я уже утром просыпаюсь, и она мне пишет в Инстаграм, что, сегодня среда? Нет, потому что мы 500 раз откладывали. Зачем так делать? Потому что я жду, я готовлюсь. Вношу тебя в планер, да. Если бы я с тобой сегодня не увиделась, я бы в другое место пошла бы, там что-то снимала бы, или, не знаю, там, пошла бы кодироваться, делать монтаж. Кодироваться? А, кстати, кодировка – это когда собираете рыбу. А что такое рыба? Это видео, то есть если двухчасовое, ты там сокращаешь до 10 минут или до 5 минут, а потом уже отдаешь на монтаж. Вот бесплатный урок у вас. Бесплатный урок, да. От меня, да. Вот напишите почаще Гоги зовите или давайте. Напишите. Пока. Ну все, ребят, спасибо вам за внимание, Bye-bye. за ваши добрые слова, за ваши лайки, за вашу поддержку. Увидимся на следующих видео. Пока-пока. Пока!